Махмуд Али Калиматов инициировал принятие республиканского закона, запрещающего студентам и ученикам приносить с собой и использовать на территории школ и высших учебных заведений мобильные телефоны. Между тем, и в целях антиковидных мер Сампином запрещено пользоваться мобильными устройствами для обучения учеников. Также предусмотрены физминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей. Амина Бокова расскажет. Приходится, конечно, забирать. То есть в телефоне прячут, там, допустим, могут в куртке спрятать еще. Ну и приходится, конечно, забирать. На контроле самостоятельно? Да, это обычно вот тестовая часть, и на тестах они пытаются как-то схитрить и переписать. Вот такой улов удалось собрать во время контрольной по истории. Телефоны ученики старательно прятали в карманах и под партой, но вот списать так и не удалось. Официального запрета на использование смартфонов на уроках в ингушских школах нет. И это большая проблема, которая мешает современным детям получать качественное образование, рассказывает педагог. На моей практике на уроках получается так, что как только контрольная работа самостоятельно или какой-то затруднительный вопрос, то дети сразу же прибегают к смартфону, к своему телефону. То есть это говорит о том, что наши дети не думают. То есть им сначала, они знают, что информация доступна, то есть это достать телефон, это пару секунд, и они ответят на любой вопрос. А здесь цель в следующем, что ребенок должен подумать, включить критическое мышление, логику, проанализировать определенный вопрос, то есть в определенной теме. И только в этом случае человек, уже став взрослым, может анализировать и оценивать обстановку, которая происходит вокруг него. О том, что смартфоны мешают образовательному процессу, педагоги говорят не первый год. Причем вопрос поднимают не только школьные учителя, но и преподаватели колледжей и вузов республики. К сожалению, у нас студенты встречаются, которые повально, без разбора отвлекаются от учебного процесса. У них уже рука на психологическом уровне тянется во время учебы к этому смартфону. То есть малейший момент, где он не задействован, преподаватель немножко упустил его из внимания, все. Обратно возвращаемся мы к этому студенту и тратим на него время. Это не должно присутствовать в учебном процессе, потому что время, отведенное на учебный процесс, не должно занимать что-то постороннее. Проблему негативного влияния смартфонов на образовательный процесс поднял и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Выступая на итоговой коллегии Комитета по делам молодежи, он предложил парламенту региона перенять опыт других стран, в частности Японии, и выступить на законодательном уровне с региональной инициативой, ограничить время пользования телефонами и другими устройствами во время учебы. Япония продвинутая страна технологически. Вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя гаджеты приносить. Вообще никакие. Запрещено. Нам надо продумать, Жансурат, местный, если парламент может принять, воспринять это, да, раз. Но почему сразу надо отвечать, сразу надо там? Ну, слушай, я телефон откладываю его, через часа, 2-3, если я работаю, он мне мешает. Потом подхожу, смотрю, кто, кому надо, перезвонил, кому надо, ответил, кому не надо, убрал и все. А тут на все, значит, на все подписано. И все, там же валится и сидит. Слушай, Фаридок, что? Закон мы спасли бы от этих бед наших детей. Это беда. Там нет образования. Инициативу главы поддержали большинство педагогов. Они согласны с тем, что подростки и молодежь вместо чтения учебных материалов тратят большую часть времени на социальные сети, а смартфонами на уроках пользуются преимущественно в качестве шпаргалок. Во время учебного процесса, вне зависимости от того, что школьники или они студенты, они еще студенты, значит, они пришли и обучаются, правильно же, да? И то, что глава сказал, я слушала, я полностью поддерживаю это все. Им не нужны они. Они могут какую-то информацию полезную для себя извлекать, когда они пойдут домой. А во время занятия, я считаю, что для этого и есть преподаватели, которые мастера производства обучения, что касается студентов, я имею в виду, которые всю информацию им нужно выдают. И необходимо в смартфонах я не вижу. Во время занятий я считаю, что телефоны не нужны в школе. А так после занятий
Иногда дома можно пользоваться, иногда скачивание какого-то материала, чтобы не искать эти книги. А так в школе во время занятий я считаю, что телефоны не нужны. О вреде смартфонов говорят и сами дети. На самом деле смартфон — это, конечно, хорошая вещь, то, что ты можешь оттуда новую информацию найти и можешь расслабиться в свободное время. Но я считаю, что на уроках смартфон мешает, так как он отвлекает от урока. Когда ты хочешь записать важную информацию, когда ты хочешь послушать учителя, конечно же, твоя рука тянется к смартфону, но тебе хочется зайти в Инстаграм, полистать ленту или же там переписываться с друзьями. Мне кажется, что он мешает, потому что дети иногда на уроках начинают в них играть, потом выходят на перемену, тоже играют. Большинство опрошенных студентов тоже согласны, что кому-то высокие технологии помогают в учебе, но большинству они мешают. Впрочем, встречается и альтернативное мнение. Я считаю, что не нужно ограничивать себя к смартфону, потому что бывают некоторые моменты, что надо в интернете что-то поискать, бывают всякие вопросы, поэтому я к этому еще отрицательно. Вопрос использования смартфона в школах довольно щепетильный. Чтобы выйти на федеральный уровень законодательной инициативы, должны быть учтены все нюансы. Сейчас их изучают депутаты Народного собрания Ингушетии. Мнения пока разные. Прошло не так много времени. Нужно, может быть, где-то и у нас в России по стране есть опыт отношения к этим гаджетам в школах, в учебных заведениях. Надо посмотреть. Надо изучить правовую сторону этого вопроса, насколько это нам будет позволительно. Должны быть консультации с юристами, с правоведами. И мы с коллегами, с депутатами над этим будем думать, размышлять и придем к какому-то такому консенсусу, если возможно, такой законопроект будет принят. Когда будет разработан законопроект – вопрос времени. Поэтому уже сейчас учителя настоятельно рекомендуют родителям не пускать проблему на самотек и следить за тем, сколько времени проводит их ребенок в телефоне. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.